Сегодня вообще во всем мире есть такая общая тенденция, которая получила название урбанистические процессы. И вот эти урбанистические процессы во всем мире, это общемировой тренд, они нарастают. В чем это выражается? В первую очередь в том, что увеличивается количество городских жителей по сравнению с сельскими. Если взять, например, нашу республику, то у нас в 1917 году количество городских жителей составляло всего лишь 11,5 тысяч людей. А в 2017 году их количество увеличилось уже до 630,5 тысяч. За последние 3 месяца 2018 года их количество увеличилось уже на 2000. И вот этот общемировой тренд урбанизации, да, он нарастает. К чему это приводит? Это приводит к одной очень простой вещи. И она заключается в том, что возникает совершенно новая, большая социальная группа людей под названием городской житель. Городской житель, который имеет свои особенности, свое мировоззрение. Это выражается в поведенческих паттернах. Он обладает особыми какими-то навыками, если хотите. Да? И поэтому, естественно, что вот город с этой точки зрения, да, он становится объектом изучения, объектом исследования очень многих наук. И, например, сегодня вот психологов, например, очень сильно волнует, и они это активно исследуют, например, такое явление, как стресс-факторы городской среды, как шум влияет на психические состояния, к чему, каким поведенческим паттернам приводит, каково психическое здоровье горожан. Но самое главное, такой вот тренд уже в психологической науке заключается в том, что мы исследуем взаимодействие вот этой внешней физической пространственно-предметной среды и ее влияние на формирование субъектных качеств человека. То есть каким образом происходит вот это взаимодействие между средой, в которой я нахожусь, физической средой, и теми какими-то внутренними качествами, ну, субъектными качествами, скажем так, не внутренними, да, которыми мы обладаем. И вот здесь вот очень интересная такая вещь, которая очень ярко проявляется. Если мы говорим об урбанистической тенденции, то в чем она выражается? И первое, в чем она выражается, это постройка высотных домов. Это высотная застройка. Но как у любого явления, я не буду говорить там об экономических каких-то необходимостях, реалиях и так далее, но у любого явления всегда есть фасадная сторона и всегда есть оборотная сторона. Фасадная сторона в данном случае – это постройка высотных домов, и это замечательно. Оборотной стороной этого явления является увеличение плотности населения на 1 квадратный метр. Плотность населения – это скученность. И наблюдение за животными, например, показывает о том, что скученность, она приводит к борьбе за ресурсы как таковые. И, соответственно, это определяет определенное поведение уже. И есть, например, исследования в психологии, которые, например, того же Раут Сепа, который, например, проводил исследования, считает о том, что увеличение плотности населения, оно приводит, во-первых, с одной стороны, к снижению игровой активности детей на улице, а с другой стороны, к повышению основных пассивных форм поведения. Потому что требуется новый источник активности, который я в среде уже не нахожу, потому что народу много на этот источник. Многие считают, например, Вирта считает о том, что вот эта плотность населения, она приводит к равнодушию. К равнодушию вот в этих отношениях становятся такими соседскими отношениями, абсолютно не заинтересованными, скажем так. Если говорить, и вот эта высотность как таковая, такая неопределенность своеобразная, да, она приводит к тому, что физическая среда, которая существует, она становится достаточно маргинальной. И я хочу просто показать о том, что, например, на примере города Якутска, о том, что наше городское пространство с точки зрения физической составляющей представляет собой такую средовую маргинальную среду. В чем она выражается? Я вот попытаюсь это доказать на примере города Якутска. Во-первых, в чем выражается маргинальность, вот эта средовая маргинальность, да? Во-первых, что такое маргинальность? Маргинальность, если переводить дословно, то это межа, границы и так далее. Но многие дают такое синонимичное понятие, как неопределенность, двойственность и так далее. Если мы говорим о средовой маргинальности, то вот средовая маргинальность, двойственность в данном контексте, она прослеживается в чем? Она прослеживается в том, что совершенно спокойно уживаются городской и сельский образ жизни. Смотрите, если мы с вами сядем на машину и совершим круг по городу Якутску, то мы и начинаем наш путь с центра туда, мы будем в городской зоне.
Но отъехав в крайние районы, мы с вами однозначно попадаем в сельскую область. И вот эта двойственность как таковая городского и сельского образа жизни, это проявление маргинальности как таковой. Это подтверждается еще и тем, как представляется город в сознании горожан. Мы проводили исследования и просили наших респондентов нарисовать карту города. И выяснилось о том, что у нас существует один район с центром площадь Ленина. Площадь Ленина указали все 100% респондентов. И вот это от площади Ленина следующее обрамляется. Это площадь Дружбы народов, с одной стороны. С другой стороны, это площадь Орджоникидзе. Далее, это старый город. И напротив, парк культуры и отдыха. И получается такой прямоугольник. У нас в городе, в сознании горожан существует вот этот район. Район центра. Это обусловлено и историческими какими-то вещами, потому что в центре у нас сосредоточено там разнообразие абсолютно всех функций. Да? Это и административная функция, это развлекательная, спортивная. То есть у нас центр как таковой, он наполнен какой-то функцией, многообразием функциональным. Центр функциональный. А окраины или крайние районы, в которых мы проживаем, у них существует только одна функция – приехать, поспать, чтобы затем вернуться опять в центр. Даже в свое время было такое выражение, как, например, «поехали в город», хотя мы находимся в городе. И поэтому получается о том, что в сознании горожан таким психологическим районом города Якутска есть только один район – это центр. Все остальное – это окраина, который не имеет большого значения. И наличие вот такого одного психологического района в сознании горожан – это свидетельство как раз вот такой маргинальности, неопределенности, собственно говоря. И это показатель провинциальности, как бы печально это ни звучало. Это первый момент. Второй момент, в чем еще проявляется маргинальность. Да? Маргинальность, конечно же, проявляется еще и в постройках. Да? Это вот планирование городское. Если мы с вами обратимся к городу Якутску XVIII века, да, и посмотрим на фотографии, то это большая такая слобода, где большие дворы, практически улиц никаких нет, они все как бы пересекаются, даже дворы имели проходные такие калитки проходные, которые выходили и так далее. Когда начинается город? А город, он начинается всегда с постройки улиц. Как только возникает улица, это признак городского пространства уже. Давайте посмотрим, что такое двор. В Якутске были дворы, да, и что такое улица. Двор, как таковой, это закрытое пространство. Что я делаю в закрытом пространстве? Закрытое пространство, оно характеризуется в первую очередь тем, что есть защищенность, есть как бы ограждения, в которых я могу существовать, да? Но на чем основывается вот эта защищенность? На том, что я могу контролировать ситуацию. Когда пространство защищено, это совершенно однозначно о том, что есть территория, которой я управляю, я контролирую. И отсюда вот это ощущение чувства безопасности как таковой. Что такое открытое пространство, к которому относится улица? Открытое пространство – это не та территория, которую я контролирую. Я контролирую свое тело, ну и метр вокруг своего тела. Все остальное я не контролирую. И отсюда я подсознательно уже на улице ощущаю себя не очень комфортно, не очень спокойно, потому что я подсознательно, жду какой-то опасности как таковой. Когда мы сегодня, например, смотрим о том, что вот это дворовое пространство, ведь оно не только давало мне чувство защищенности, дворовое пространство, оно мне давало вот те соседские отношения, о которых сейчас мы часто сожалеем о том, что они ушли. Потому что дворы, они объединяли не только один двор, они объединяли несколько домов, и где отношения были, где общались не только дети, но и взрослые как таковые. Это была своеобразная такая... Смотрите, что сегодня происходит. Если мы с вами посмотрим на дворы, которые существуют у нас, они у нас открыты. Они у нас открыты и много очень функций. Это и парковка, это и проход в другую сторону, это и детская площадка. А когда пространство открыто и нет контроля, это рождает акты вандализма. Если мы посмотрим сейчас на современное планирование пространства городского, то городское пространство постепенно стало возвращаться к дворам. Но дворы уже обрамлены уже вот этой зоной
высотными зданиями, что называется, да, и четко разделены функции. Внутри дворов это только детские спортивные площадки, парковка вынесена в другое уже место как таковое. И поэтому вот это, если здесь не надо далеко за примером ходить, просто выйти в любой двор, зайти. У нас дворы с вами теперь формируются между двумя домами. Это приводит к тому, что мы не успеваем ремонтировать дорожки, мы не успеваем ремонтировать детские площадки и так далее, потому что это порождает вот эту безнаказанность поведения, и это порождает вандализм, с которым мы упорно боремся. Потому что вот эта открытость как таковая, когда я не могу контролировать ситуацию, да, ну, я грубо скажу, наверное, да, это развязывает мне руки. Это, собственно говоря, и есть вот, ну, вседозволенность, о которой мы говорим. Поэтому наличие вот таких площадок, открытых площадок, дворовых площадок и приводит к тому, что мы называем маргинальностью как таковой, маргинальность средовой и соответствующими поведенческими паттернами. И вот эта маргинализация пространства, доминирование вот этих открытых городских зон, открытого городского пространства, оно и приводит к тому, что открытость позволяет, дает мне вот это ощущение безнадзорности, безнаказанности, и я могу делать все, что я хочу. Если вы посмотрите вообще на акты вандализма, как таковые, которые существуют, да, то они, как правило, всегда совершаются там, где есть открытая площадка. Если площадка закрытая, то она, соответственно, вызывает ощущение уже, ну, как бы опасения своего рода. Да, и там актов вандализма значительно меньше. Но это не обязательно, я не призываю строить там высотные здания, прямо коробочки эти. Тем не менее, вот это закрытое пространство, они же создаются и естественными посадками, например. Да? Деревья, это же тоже своего рода, ну, как бы стены, да? Но которые не искусственные уже, а естественные. И вот маргинальность, кстати говоря, еще проявляется в том, что у нас естественная среда как таковая, ну, уничтожается, и у нас начинает преобладать вот эта искусственная среда над естественной. И получается о том, что вот защиты нигде нет. И мы удивляемся иногда, почему у нас, ну, условно говоря, там, многие акты, ну, вандализм, я уже сказала, граффити, например, да, почему люди у нас такие недобрые часто бывают, да, потому что, в принципе, вот этой защищенности я защищенным чувствую только себя, когда закрою дверь в квартиру. Вот эта зона закрытости, которая позволяет мне контролировать эту ситуацию, для человека это очень важный момент.